Я давно хотела тебе задать один вопрос. Я не замужем. Нет, другой. Ну? Ваня, ты играешь в суперлото? Нет. А ваше лото? Нет. Ну, хотя бы спортлото ты играешь? После того, как я проиграл в беспроигрышную лотерею квартиру, я не играю вообще ни в какое лото. Ты знаешь, но студенты ФТК играют. В лото? Нет, и не в домино. Ни в лото, ни в домино. Да! Ага. Ну что ж, тогда под ваши бурные аплодисменты я приглашаю на эту сцену факультет транспортных карт. Факультет транспортных коммуникаций. Встречайте! Раховский продакшн представляет. С истории видно, что на месте столового Бюхенвальд раньше было казино. Итак, 1853 год, казино. Ну что ж, господа, предлагаю закончить вчерашнюю игру и разойтись всем живыми, здоровыми, без бойни, разборок и беспредела. Это невозможно. Ну почему, сэр? Да потому что я уже вызвал скорую, полицию, пожарных. Они будут к 23. Сейчас 19:00. 4 часа нам вполне хватит. Отлично, можно, пожалуй, начать. Крупье! Да, господа, чего изволите? Господа, мистер Слейтер еще не пришел. И мы не можем начинать игру. Как всегда опаздывает. Добрый вечер, господа. Как видите, зашел поиграть на игровых автоматах. Ну да ладно, приступим. Я не собираюсь играть с полуголым, проигравшим одежду человеком. Дайте ему хотя бы шар. Отлично! Крупье, начнем! Рейс 3, рейс, флэш 3, гэк 3, красные, 5 черных, грег пас, слим, желтые. Ты что сейчас сказал? А ты типа лучше в покере разбираешься? Крупье, а мне принесите, пожалуйста, сок. Вам какой? Яблочный или, может быть, мультифрукт? Пенянский. Крупье, принесите, пожалуйста, погоны. Но, сэр, Мне надоело, что мне их всегда вешают. Я хочу реально погоны на подносе под музыку и танец. И зал думает, что сейчас будет музыка и танец. Но нет. Крупье, мне, пожалуйста, живую музыку. сэр, но это невозможно, она ведь не поместится у меня на подносе. Крупье, я даю $2. $2?
Вот, это за такие деньги я на все готов. Ну что ж, господа, а мы можем начинать. Да потому что первый отбой 5 пар! Продолжим, господа. Продолжим. Да он вообще обнаглел! Не видите, что ли? Вчера играл 2 колодами в открытую. Ладно, когда раньше он брал пару дополнительных тузов. Но когда ты вчера 10 пикей бил на 10 пикей и кричал «отбой», потому что ничья, мы этого терпеть уже не можем. Продолжим, господа. Продолжим.
Timberland, aka Bill Trumpet. Who gon' get the crunk? Пардон, а что это было? Ну, вы же заказывали винянский. Ты идиот, да? Я родник заказывал. Господа, а давайте отбросим покер и сыграем в города. Москва! Амстердам! Москва! Амстердам! Москва! Амстердам! А еще раз Москва! А была уже Москва! Делаем ставки, господа. Ставлю мешок милицейских дубинок. Ставлю стадо. Не на корову же играть. А я ставлю свою душу. Ты что? Я не могу поставить свою душу, я человек верующий. Ставлю свою печень. Да, господа. Завидный у нас банк получается. Мешок милицейских дубинок, стадо коров, душа и печень. Ко всему этому я могу добавить кучу никому не нужных грамм пластинок, и мы можем начать. Господа, а не попить ли нам чаю? Отличное предложение. Но нет, не попить. Друзья, я должен признаться, с детства я хотел быть фермером, выращивать курей, стричь их, красить гуашью и продавать как попугаев. Продолжим, господа. Продолжим. А вот теперь можно и чаю. Знаете, господа, как-то я очень сильно занемог. И настолько занемог, что думал, что уже больше никогда и не смогу. Но потом, о чудо, я выпил чая принцесса Нури, и вы знаете, занемог куда-то пропал. Вот какой чай, принцесса Нури. Господа, однажды на рынке меня обманули на 2000 рублей. Я расстроился, пришел домой, выпил чашечку чая принцесса Нури, вышел на улицу и нашел 20 000 одной бумажки. Вот такой вот чай принцесса Нури. А вот еще одна история. Засунули как-то мозголом и чай принцесса Нури в микроволновку. А потом этот опыт повторили все телезрители. Но чудо! Микроволновка не взорвалась. И чай не сгорел. Вот какой чай принцесса Нури. Да это все ничего. Вот собрались как-то на ледовом побоище 100 Герасимов и 100 Мум. И провалились Герасимы под лед, ведь они ж тяжелее.
Но у каждого из них оказалось в кармане по пакетику чая принцесса Нури. И растопил лед чай принцесса Нури. И выплыли 100 Герасимов. И помирились со 100 мумами. Вот такой вот чай принцесса Нури. Да ты уже надоел, в конец. Сначала ты нас обманывал, потом эти дурацкие истории про чай. Какой чай? Меня все чаще посещает мысль, что карты и чай вещи просто несовместимые. Все, мне надоело, господа, я ухожу. Ребят, ну кто со мной? Стойте, стойте, господа, стойте! Сейчас специально для вас на этой сцене танец «Такой счастливый случай». А мы посмотрим. Ну вот, слава богу, все окончено. Мы доиграли, милиция пожарная и скорая нам не пригодились, и мы можем уйти. Как прекрасно, когда все заканчивается склеенным карточным замком, хэппи-эндом. На столе горят свечи, словно напоминают нам о таком счастливом случае, который называется «5 лет в БНТУ». Пойми, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке и никому помочь мне не просил. И я хотел идти куда попало,
открыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Это был факультет транспортных коммуникаций. Мастера казино и, в общем-то, шахмат на шашечке.